Возлюбленные дети, мы здесь не только как посланники, но и как сосуды божественной воли. Это не просто призыв, а фундаментальное пробуждение для каждой души среди нас. Слова, которые мы разделяем, это не просто декларации, это семена, способные изменить ход вашей жизни. Теперь, со смирением, которое определяет нас как слуг Господа, давайте передадим глубокое и неотложное послание, которое Он желает донести до каждого из нас. Если вы чувствуете, что готовы получить это божественное откровение, продолжайте идти с нами. Это не просто сообщение, это искренний призыв Бога к вам. Пусть благодать направляет нас в это знаменательное событие. Мой возлюбленный сын, прими это послание как неоспоримое свидетельство любви, которое находится в пределах твоей досягаемости. Это божественное приглашение, адресованное вам. Поскольку я делюсь выражением, которое глубоко находит отклик в вашей душе, позвольте мне через эти слова раскрыть вам бесконечно трансцендентную привязанность, которая необычайным образом затрагивает сверхъестественное. Позвольте мне дать вашему сердцу несколько драгоценных минут, чтобы принять послание, раскрывающееся перед вами. Каждый день мой голос стремится достичь вас, предлагая вам слова, которые освещают ваши самые темные часы. Среди суеты найди прибежище в моих объятиях, где покой превосходит понимание. Научитесь у меня, ибо сердце мое нежно и смиренно. Найдите утешение для своей утомленной души в этой истине. Мои слова – маяк в ночи, но решение ответить на его призыв остается священным. Двигайтесь вперед, ежедневно взаимодействуя со мной, настраиваясь через покаяние, настраиваясь на раскрытие моей силы и присутствия внутри вас. Да, я знаю тайны твоего сердца, невыраженные мысли, которые там обитают. Несмотря на твои недостатки и ошибки, именно твоя любовь и верность пленяют и поражают меня. Моя любовь – покров для твоих преступлений, моя жертва – очищающая река для твоих беззаконий. Примите силу моего воскресения для глубокой, сверхъестественной трансформации в вашей жизни. Больше не сомневайтесь, потому что путь к трансформации перед вами. В моем присутствии признайте свои ошибки, попросите прощения и доверьтесь моему обещанию забыть ваши грехи, а не выкапывать их как пережитки прошлого, которые будут преследовать вас. Я говорю правду, и то, чем я делюсь, скреплено моей собственной кровью. Ваше прощение окончательное и вечное. Вы больше не скованы цепью вины и не пойманы в ловушку своих грехов. Теперь вы свободны, прими это, живи этим. И поверьте, не зацикливайтесь на прошлых грехах и не наказывайте себя, ибо последствия ваших ошибок в моих руках. Я желаю только вашей невинной и простой веры. Я не ищу совершенства, а только вашего стремления питать себя моими словами. Приходите, послушайте эти сообщения, поделитесь благословениями моих обещаний со своей семьей и друзьями. Желаю обильно благословить тебя, но повелеваю также не увлекаться мнением других. Живите жизнью, которую я дал вам, не будучи связанным внешними ожиданиями. Если вы радуете меня своей верой и преданностью, вам не нужно искать одобрения со стороны. Живите честной жизнью, праведной и смиренной, относясь ко всем с добротой и справедливостью. Не позволяй словам других затронуть сердце, чистое в моих глазах. Мой Святой Дух позаботится о завистниках, которые критикуют тебя. Никто не диктует вашу судьбу,
ни один человек не имеет права проклинать или наказывать на вашем пути. Пусть те, кто следует злым путем невежества и воображения, тратят свое время, веря в колдовство и заклинания. Сосредоточьтесь на моем слове, преклоните колени в молитве, и я пошлю свое небесное воинство противостоять вашим духовным врагам. Ничто и никто не сможет причинить тебе вред, если ты останешься в моем слове и в моей любви. Не показывайте страха перед лицом проблем, которые встречаются на вашем пути. Не позволяйте своим врагам видеть вас подавленным и плачущим, потому что они воспользуются этим, чтобы подорвать ваше положение. Они соберутся, как волки, чтобы сожрать вашу цель и разбить вам сердце. Это сверхъестественное доказательство любви, которое вы искали, теперь даровано вам. Когда ваши глаза впитают эти слова, подготовьте свои уши, ибо вы получите любовь и испытаете нежность, как никогда раньше. Я облегчу твою грудь и облегчу твой разум. Продолжая слушать это послание, которым я делюсь с вами, знайте, что сила, которую вы получаете, настолько огромна, что прямо там, где вы находитесь, вы почувствуете, что ваши души возвышаются, а ваше тело исцеляется от всех болезней. Скажи: «Я верю в божественное провидение». Ваш разум будет свободен от беспокойства и готов изменить свой характер. Разочарование и гнев исчезнут, и с этого момента нежный тон вашего голоса будет отражать дар Святого Духа. От всего сердца заявите о своем приветствии и вере в слово любви, которое я посылаю вам. Эндер велел тебе быть сильным, и ты не только оправдал, но и превзошел мои ожидания, став примером преданности и верности. Видя, как цветут семена, которые я посадил в тебе, я испытываю радость, указывая на то, что впереди яркие и многообещающие времена. Ваше путешествие выходит за рамки стремлений и мечтаний и направлено на завоевание страны изобилия и счастья. Я понимаю, что могут возникнуть изменения во взглядах, ревность и неприятие, особенно со стороны тех, кто утверждает, что заботится о нас. Вместо того, чтобы признать ваши сильные стороны, вас пытаются снести, пересмотреть. Я просматриваю воспоминания, чтобы ранить твой разум. Когда вы услышите эти слова, сделайте осознанный выбор. Точно так же, как вы продемонстрировали веру и стойкость перед лицом невзгод, примите менталитет победителя, не позволяя другим подрывать ваши усилия творить добро. Бросьте вызов чувствам зависти и неприятия, отвергните тревожные мысли, возникающие среди конфликтов и решений, угнетающих ваш разум. Ищите убежище в моем присутствии, где вы найдете утешение. Хотя масштаб проблем не уменьшается, моя защитная любовь знает, что в испытаниях нет моей вины. Я обещаю тебе, что ты поднимешься моей могучей рукой. Я не желаю, чтобы ты жил в одиночестве, твое бремя облегчится, твое светлое будущее не будет омрачено завистью твоих врагов, которые пытаются украсть твои блага в этой битве. Выбор за вами, ваша вера – это меч, разрушающий преграды. Если вы поддадитесь негативным мыслям, вы споткнетесь, но вы восторжествуете, если позволите моему Святому Духу царствовать в вашей жизни и в вашем сердце. Внесите свой вклад, спасение за вами, вас ждет наследие побед и благословений, но это требует непоколебимой решимости в пределах духовного царства, где чудеса становятся рутиной. Не возвращайтесь назад, ваш прогресс замечателен. Не позволяйте слезам и жертвам быть напрасными.
Не беда, если ваши усилия не признаны семьей. Сосредоточьтесь на цели, не бойтесь, ибо я с вами. Не горюйте, ибо я ваш Бог. Я буду вашей силой, вашей помощью и поддерживать своей победоносной правой рукой. Вы с небесными благословениями проявите мою славу в своей семье, друзьях, родственниках и соседях. Вы станете инструментом исцеления для многих людей. Эта работа начинается сейчас. Приходите каждое утро, вспоминая о сотворенных чудесах и о том, как это слово сбывалось в невозможных ситуациях, пока оно не осталось с вами. Не возвращайтесь назад, не теряйте достигнутого. С сегодняшнего дня он комментирует: «Я проявляю божественную благодать в своей жизни. Приход благословений приближается, и я хочу быть свидетелем того, как каждое утро их приветствуют с теплым сердцем». Терпение становится обязательным перед лицом событий в вашей жизни, спокойствие жизненно важно. Помните, я поддерживаю вас, преисполненной решимости чтить вашу веру. У каждого события есть внутренняя цель, даже если она вам в данный момент не ясна. Когда вы получите подготовленные мною благословения, придет понимание и станут ясны причины верить, доверять, проявлять терпение и ждать. Постоянные испытания принесли вам много благословений, и их будет еще больше. Я знаю, что твоя любовь ко мне выходит за рамки того, что я предлагаю. Ты признаешь во мне Отца, Бога, Господа, Друга и Творца. Продолжайте верить в мои слова и обещания, ставя меня на первое место в своей жизни, независимо от обстоятельств, ибо ваши поражения или позор не будут допущены. Очень важно выбирать мудрых друзей. Избегайте тех, кто пытается подорвать вашу веру. Помните, что сложная ситуация не будет постоянной. Я вмешиваюсь в самый подходящий момент. Даже в минуты разочарования не сдавайтесь, оставайтесь сильными. Вскоре я подтвержу ваши шаги к благословениям, которые вас ждут. Я понимаю, что ожидание может быть трудным, но я прошу вас продолжать верить. Текущий тест – прогрессивное подкрепление. Никто не сможет украсть благословения и дары, которые я готовлю для вас. Не сдавайтесь, продолжайте терпеливо ждать, ибо я готовлю благословенное и прекрасное будущее. Я выведу вас из этих испытаний в царство мира, радости и чести. Потерпи еще немного, и поделитесь со мной своими планами. Моя любовь к вам глубока, и сегодня я поделюсь с вами чем-то значимым. Слушайте внимательно, эти слова вам во благо. Я стремлюсь всегда окружать вас божественной любовью и утешением, предлагая вам защиту, исправление, благословение и глубокую любовь во время ваших невзгод. Однако крайне важно обратиться к чему-то важному для вашего внутреннего исцеления. Будьте в курсе изменений, которые я продвигаю, поскольку для меня нет ничего невозможного. На протяжении всего этого процесса вы постепенно узнавали меня, осознавая истинность и достоверность моих слов. Однако я указываю на то, что заслуживает внимания, не для того, чтобы смутить вас, а для того, чтобы побудить вас не сдаваться. Если вы послушаетесь моего совета, ваши благословения умножатся. Примите слова, которыми я делюсь с вами, и откройте двери связи с Божественным и Сверхъестественным, освободив свое сердце от жалоб и негатива. Спасибо за вашу веру, но не позволяйте токсичности жалобы повлиять на вашу искреннюю веру.
Отбросьте негативные чувства и пессимистические мысли, удалив жалобы с губ. Держитесь подальше от дружеских отношений, которые поощряют интриги, сомнения и жалобы. Решите сейчас, примете ли вы позитивные изменения и благословения, свидетелями которых вы станете, когда решите поверить в меня и отбросить негатив. Я жду от тебя чудес, благословения, обеспечения свободы, исцеления, семейного согласия, радости в душе и сердце, полного счастья. Все эти подарки приходят, потому что ты решил довериться мне. Я люблю тебя, мой сын. Стойте твердо и поверьте мне свои сомнения и жалобы, доверяя чему-то большему, чем свои собственные силы. Он пишет: «Я окружен любовью Божией». Дайте мне возможность благословить вас и выразить мою глубокую любовь к вам. Вы можете подтвердить свое доверие ко мне. Я ваш Бог и ваш кормилец. Я никогда не брошу тебя и не оставлю тебя на произвол судьбы. Всегда полагайтесь на мои обещания, хорошие или плохие. В вашей борьбе и испытаниях я с вами, поддерживая вас и вашу семью. Моя цель – предложить вам лучшее. Мое слово его уверяет. Я хочу накормить вас божественным хлебом, лучшей пшеницей и медом, который исходит от моей сверхъестественной силы. Мое помазание и благословение покрывают ваши нужды и способствуют исцелению от всех болезней. С утробы твоей матери я не спускал с тебя глаз, давая тебе жизнь и ясную цель. С самого твоего рождения я хотел благословить тебя, сделав тебя очень полезным инструментом в своих руках, чтобы назидать и благословлять многих. Я жажду, чтобы твоя душа и дух переполнялись духом и радостью, чтобы в твоем сердце горел импульс преданно служить и трудиться для меня. Продолжайте преследовать мечты, о которых вы почти забыли. Я готовлю ситуации для вашего опыта, вашего обучения, вашего роста и приобретения мудрости и силы. Я собираюсь послать что-то важное, и не стоит это недооценивать. Не судите себя строго и не стройте себе будущее самокритикой. В ближайшие дни я хочу открыть тебе, насколько ты мне дорог. Я хочу, чтобы вы продолжали следовать своим увлечениям, независимо от вашего возраста и положения. Сила и слава принадлежат мне. Я намерен наполнить ваше существо своим духом любви, триумфа и победы. Размышляя над этими словами, храните их в своем сердце на случай слабости. Я укрепляю тебя и несу туда, где страдания этого мира не смогут достичь тебя. Будьте уверены, ведь вам суждено победить. Эта команда заставляет вас почувствовать огонь моего Святого Духа в вашей груди. Он не побежден, он продолжает сражаться. Живите своим выбором, чтобы верить в мои обещания, твердые и настоящие. Никто не сможет победить тебя, ты непобедим. Сохраните эти слова в своей памяти. Сопротивляйтесь непрекращающимся атакам врага, который стремится запугать вас и удержать от ваших мечтаний. Он не победит, потому что ты моя. Своей могучей рукой я защищаю. Своим сияющим мечом я защищаю твою победу. Это всегда в моих словах. Взгляните на могучие обетования, уверяющие вас в их великой ценности для меня. Настоящая борьба заключается в ваших собственных эмоциях, которые иногда сбивают вас с толку и заставляют чувствовать и думать неверные вещи.
тщательно избегайте того, чтобы эти эмоции сломили вас. Не позволяйте своим чувствам вести вас по пути поражения. Я не буду пугать вас плохими новостями или, казалось бы, негативными ситуациями, потому что я всегда контролирую и трансформирую все во благо тех, кого люблю, а вы в числе избранных. Кого я очистил своей кровью, я наделил своим духом, дав вам способность торжествовать при любых обстоятельствах, пока вы упорствуете в поисках прибежища в моей любви. Когда вы получите мое слово, будьте уверены, что даже ваши ошибки обернутся выгодой. Вы больше не будете страдать, ваша семья будет процветать, и со временем вы станете свидетелем прогресса в достижении своих самых сокровенных мечтаний, реализации планов, которые я составил для вас. Если в конечном итоге вы почувствуете усталость, поймите, что трудности естественным образом затуманивают ваше зрение и мешают видеть путь. Вы можете почувствовать чувство поражения, однако это не реальность. Я веду тебя даже в темноте. Не бойся, сын мой, потому что твой любящий Отец никогда не оставит тебя. А теперь скажи мне, ты мне доверяешь, чувствуешь ли ты себя в безопасности в моих объятиях? Это мой отважный сын, воин с несгибаемым духом и огнем решимости. Скажите с верой, я открываю свое сердце грядущим благословением. У вас есть все необходимые ресурсы для преодоления любых проблем, которые встретятся на вашем пути. Помните о препятствиях, которые тянут вас вниз. Избегание их ничего не решит, противостоять им лицом к лицу. Ваша сила неоспорима, и ваша борьба имеет решающее значение для вашего существования. Встаньте, если бы я не верил в вашу смелость и решимость, меня бы здесь не было. Поскольку мои слова находят отклик в вашем сердце, знайте, что я повторяю все, чем уже поделился с вами. Ничто и никто не сможет его победить. Враг будет использовать ежедневные уловки, чтобы сбить вас с толку и заставить поверить, что я вас бросил. В трудную минуту, наоборот, я рядом с тобой каждое утро и каждый вечер. Сопровождай свои радости и свои печали в минуты уныния и предполагаемых поражений. Вот за что я держу тебя крепче всего. Показываю свою любовь за пределами того, что ты можешь понять. Я продолжаю искать тебя, потому что верю в тебя. Не сомневайтесь, не бойтесь, не смущайтесь, когда воспринимаете невзгоды этого мира. Помните, среди страданий спокойствие. Поверьте, в этом мире я преодолел испытания и подарил вам мощное оружие, надежду и веру в свою любовь. Покойся с надеждой, питай ею свою душу и дух. Используйте свою веру как щит от атак врага. Наступит день, когда вы преодолеете многие невзгоды и станете свидетелем победы в ситуациях, которые казались проигрышными. Ты поймешь величину моей благодати, степень моего милосердия и безграничную любовь, которую я испытываю к тебе, несмотря на твои недостатки. Я всегда хотел поднять вам настроение, вдохновить и благословить вас таким образом, чтобы устранить любые сомнения в подлинности моей любви. Теперь двигайтесь вперед с живой, уверенной верой, преодолевая ложь на своем пути. Избегайте тривиальных отвлекающих факторов, которые не способствуют вашему будущему. Сосредоточьтесь на моих исследованиях, твердо стойте в своей вере, горячо молитесь, впитывайте мои учения, заботьтесь о себе и сделайте мое присутствие в своей жизни приоритетом. Вас ждет важное благословение, будьте уверены, это будет реальностью.
Не сомневайтесь, даже если кажется, что мой ответ запоздал. Постоянно двигайтесь вперед перед лицом препятствий, не склоняйтесь перед поражением и не смотрите в землю, отвергайте оскорбления, не поддавайтесь влиянию легкомысленных слов. Помните о своей личности, дитя всемогущего, очищенное жертвой Агнца, ценимое вашим небесным Отцом, глубоко любимое на небесах. Примите это постоянное мышление. Моя вечная любовь всегда рядом с вами, я твой, а ты мой. Открой свои уста, и я наполню их обильными благословениями. Я хочу обеспечить тебя, доверься моей любви. Полностью верьте, что я всегда буду рядом, чтобы благословить и поддержать вас, даже если вы столкнетесь с испытаниями и трудными временами. Никогда не сомневайтесь в любви вашего Небесного Отца. Я бдителен, мой слух внимателен к вашим желаниям и потребностям, как я и обещал вам. Мои обещания стоят твердо в ежедневной битве за вашу жизнь, где враг пытается посеять сомнения, сбить с толку эмоции и вдохновлять. Боится. Моя конечная цель – подорвать ваше доверие к любви, которую я вам даровал. Я люблю сейчас и буду любить вечно. Продолжайте любить, никогда не чувствуйте себя брошенным. Я никогда не смотрел на тебя свысока. Я уже многое сделал для тебя и надеюсь, что слова, сказанные сегодня, останутся с тобой, напоминая тебе об этом ежедневно. Когда ты проснешься, первым делом ты произнесешь мое имя и выразишь благодарность за жизнь. Вы имеете для меня особое значение, и именно поэтому я благословлю ваше путешествие уникальным образом. Оставайтесь твердыми, продолжайте прогрессировать, скажите с верой: «Я инструмент мира Божьего». Не обескураживайтесь сплетнями и клеветой, знайте, что эти слова полны глубокой привязанности. Мой дорогой сын, мой избранник, любовь, которую я испытываю к тебе, безмерна. Никогда не позволяйте сомнениям в величии этой любви поселиться в вашем сердце. Подумайте о бесчисленных действиях, которые я предпринял ради вашего блага. Пусть этот опыт укрепит вашу решимость добиваться своих целей. Чтобы оставаться сильным, защитите себя от негативных мыслей, потому что их впуск открывает дверь обвинениям и замешательству. Доверие словам тех, кто желает вам зла, лишь лишит вас покоя, радости и жизненных сил. Я прошу вас провозглашать своими словами, размышлять о своих мыслях, писать руками и твердо верить в меня, даже перед лицом проблем, с которыми вы сталкиваетесь сегодня и в будущем. Никогда не подвергай сомнению мою безусловную любовь к тебе. Это постоянная и нерушимая истина. Никогда не представляйте меня, если чувствуете себя отстраненным или покинутым. Поймите, что жизненные невзгоды могут погасить пламя в вашем сердце. Подойди ко мне поближе, чтобы не поддаться влиянию невзгод. Помните, что во времена изобилия или нужды я, ваш пастырь, и щедро удовлетворяю ваши нужды. Даже в присутствии недоброжелателей я подарю радость тебе и твоей семье своими благословениями и милостью, сопровождая каждый твой шаг. Когда враг пытается обмануть тебя, сопротивляйся. Подтвердите, что ваша жизнь находится в руках Бога и что ваша душа принадлежит Ему. Будь верен своему Господу, обещая мне это, выражая свою любовь ко мне словами и оставаясь вечно преданным. Сохраняйте эту веру твердо, как это всегда было, есть сейчас и всегда будет. Когда он искал моего благословения, я дал ему его.
Ваши молитвы о благополучии и процветании вашей семьи – это пожелания, которые я разделяю. Стремитесь возрастать в моей любви, осознавая огромные планы, которые у меня есть на вас. Посадите в своем сердце мечты, которые вы давно узнали. Вы можете добиться успеха в жизни. Однако всегда помни, мои планы и мысли насчет тебя превосходят твое воображение. Поэтому я дарую вам мудрость, мир, спокойствие и безграничную радость. Я предлагаю всех людей и ресурсы, которые вам нужны. Служите мне от всего сердца, и вы обретете настоящую поддержку и благословение. Я направил многих из моих послушных детей на путь, признавая их ценность. Если я планирую даровать вам благословение, не отвергайте их с сомнением. Я даю тебе изобилие не потому, что ты совершенен, а потому, что ты мой ребенок, заслуживающий лучшего, что я могу тебе предложить. Относитесь ко всему разумно, помогая тем, кто страдает. Я построю ваш дом, рассеивая негативные ситуации. Подождите, поверьте в меня и примените свою веру и мое слово на практике. Многое изменится в вашей жизни. Всегда будь лучше. Теперь я заявляю, что ваша преданность мне будет непоколебимой. Примите все с верой, выключите свет, уберите все отвлекающие факторы. Пришло время услышать слово мое прямо с небес, произнесенное моими устами, рожденное в истине и написанное кровью, запечатанное в духе. Слово, которое очищает, исцеляет и предназначено для вас. В этот день, когда печальное воспоминание побудет тебя искать умиление моего мира и руководства, помни, не достижения или занятия приносят счастье, а постоянное присутствие Отца твоего Небесного. Полная радость приходит, когда вы верите в мою пословицу. Мудрость начинается с осознания того, что я, ваш Бог-Отец, всегда с вами везде и во все времена. Я ценю каждый день как божественный дар, заботьтесь о тебе. Мой интерес заключается в ваших пожеланиях. Если ты дашь мне свое внимание и уважение, выключишь свет, который загораживает твое зрение, устранишь сбивающие с толку отвлекающие факторы и останешься уверенным в моих обещаниях. Радуйся моей любви и надежно положи свои мысли на мое плечо, твой Бог, от начала и до конца. Гиды. Когда вы закроете глаза, вы поймете, что когда вы погасите свет этого мира, ваше сердце засияет. И в одно мгновение ваша жизнь изменится. Ты больше не будешь в плену страха, ибо теперь ты понимаешь и уверен в моем присутствии. Прими мой покой, впитай мой покой, выключи свет, воспринимай, получай, живи. Послушайте, что тьма внешняя не символизирует для вас одиночество, ибо внутри вас эта истина будет сиять вечно. Я тебя люблю. Поверь мне, я люблю тебя и никогда тебя не брошу. Не позволяй мне утешить тебя, осушить твои слезы, окутать тебя своим плащом, обнять тебя и убрать всю горечь из твоей души, наполнив тебя сладостью моей любви и нежностью моей ласки. Надеюсь, ты теперь утешен, мой дорогой сын. Я понимаю, что сегодня вам нужно мое присутствие больше, чем когда-либо. Я здесь не для того, чтобы требовать, я просто ищу вашего доверия. Я не навязываю вам никаких условий в обмен на мой мир. Единственное, о чем я прошу тебя, это позволить мне приблизиться к тебе. Не волнуйся. Я понимаю, что ваше сердце пережило сильную боль, но я намерен исцелить его.
Я ценю вашу готовность вести со мной диалог, обращаться ко мне напрямую и доверять мне, что позволяет вам поделиться со мной своими самыми глубокими эмоциями. Сегодня утром я услышал ваш голос, и хотя ваши слова были краткими, что я действительно ценю, так это искренность и намерение. Мне больше ничего не нужно. Однажды я сказал вам, что даже если ваша вера будет такой же маленькой, как горчичное зерно, ее будет достаточно, чтобы ваши молитвы отозвались на небесах. Именно оттуда я посылаю вам утешение и выражаю вам свою любовь. Я понимаю ваши потребности и предоставлю вам в соответствии с моей целью. Все мои ответы предназначены для вашей пользы. Прямо сейчас я прошу вас сохранять хладнокровие, когда приближается страх. Вспомни мои слова, когда несчастье постучатся в твою дверь. Ответьте, сказав, что Бог – ваш Отец, ваш пастырь, ваш наставник и ваш кормилец. Он всегда спасает тебя, и я знаю, что Он тебе поможет. Сегодня, дорогой сын, следуй своим путем, совпадающим с моим. Не смотрите ни налево, ни направо. Сосредоточьтесь на судьбе, которую я наметил для вас. Завтрашний день может принести различные отвлекающие факторы, стремящиеся отвлечь ваш взгляд и наполнить ваш разум фантазиями. Однако погрузись в мое слово, укрепи свой разум, и ничто и никто не отговорит тебя от этой цели. Никакие сомнения и негативные мысли не допускаются. Я всегда внимателен к вашим потребностям и вашим чувствам. Я оставляю тебе свой покой, окружу тебя непоколебимой верой. Потому что мир не предлагает того спокойствия, которое предлагаю я. Я услышал его призыв к моему присутствию, и в моем присутствии я получил его поклонение. Мой ответ уже в пути. Ожидайте этого, приветствуйте это и радуйтесь чуду, которое я сотворю в вас сегодня. Живи глубоко, любовь моя. Погрузитесь в реку моего духа и почувствуйте полное удовлетворение от изобилия привязанности. Я знаю, что ты веришь и веришь. Они демонстрируют это ежедневно. Вставать. Сами с энтузиазмом, потому что понимаете мою любовь и мое постоянное присутствие. Однако я наблюдаю, что в своих повседневных делах, даже при своей замечательной вере, он притворяется занятым, пренебрегая временем, которое мог бы посвятить мне. В душе твоей постепенно накапливаются тревоги и страхи, которые она уже рассеяла, не приняв до конца живую воду, которую я предлагаю тебе в минуты нашей молитвы. Я замечаю, что твое сердце медленно увядает. Вы можете этого не чувствовать и не осознавать, но ваше благополучие и сила исходят из вашей веры. Ваши успехи достойны восхищения, но будьте осторожны и не отвлекайтесь. Исповедуйте свою веру и доверие Богу. Если вы потеряете это сильное желание моего божественного присутствия, ваша вера очевидна, но сейчас настало время глубоко взаимодействовать с моим Святым Духом. Я готов даровать вам божественную и сверхъестественную силу, которая поднимет вашу веру, позволяя совершать чудеса, гораздо более великие и удивительные, чем все, что было свидетелем более 2000 летий назад. Я обещал тебе способность творить большие чудеса. Если в данный момент это кажется вам недостижимым, не волнуйтесь. Чудеса не могут быть достигнуты только человеческими усилиями. Эта божественная сила – это дар, который мы получаем, когда мы преклоняем колени с открытым сердцем,
полностью отдавая себя с любовью. Я не могу передать этот драгоценный дар сердцу, полному гордости, которое ищет одобрения и аплодисментов от других. Ищите смиренное, раскаявшееся сердце, которое признает свои ошибки и желает служить мне искренне, свободно от потребности в человеческом признании. Я искал тебя, и теперь, когда я нашел тебя, я понимаю, что у тебя есть сердце, готовое принять мою форму. Выйдите босиком на берег реки и откройте для себя чистоту и прозрачность воды, ласкающей вашу кожу. Замедляйтесь постепенно. Погружайтесь до полного погружения. Пусть река смоет мысли о поражении и нечистоте из вашего разума. Когда вы отдадите свое сердце, вы получите божественную силу, поскольку мой Святой Дух охватывает каждый аспект вашей жизни, вашей семьи, ваших мыслей, самой вашей сущности. Все преобразится, и благословения обильно потекут в ваш дом. Дорогой Божией, наш Небесный Отец, мы собираемся сегодня в этом священном месте, чтобы вознести свои сердца к Тебе в молитве. Среди неопределенности жизни мы ищем свет Вашего присутствия, возлагая на Вас непоколебимую надежду. Господи, надежда подобна пламени, которое горит внутри нас, свету, который рассеивает тьму отчаяния и освещает пути, по которым мы идем. В это время мы просим, чтобы Ваша милость окружила нас и возобновила наше доверие к Вам. Во времена испытаний, когда жизненные бури угрожают потрясти нас, позволь нам закрепить наши надежды на твердой скале, которой является Ты, а Господь. Давайте найдем утешение в Вашем обещании, что Вы будете с нами во всех обстоятельствах, направляя нас Своей любящей рукой. Господь, в мире, часто отмеченном болью и страданиями, мы умоляем Твое восстановительное присутствие. Вдохновите нас быть носителями надежды для окружающих, делясь своими словами любви и поддержки. Пусть надежда, которую мы получаем от Вас, будет подобна источнику, из которого текут живые воды, питающие нашу веру и укрепляющие наш дух. Дай нам способность видеть за пределами невзгод, веря, что в Твоем суверенитете все работает вместе на благо тех, кто любит Тебя. В это время мы хотим заступиться за всех, кто переживает трудные ситуации, чтобы Ваша надежда окутала их, как защитный плащ. Пусть они почувствуют комфорт Вашего присутствия и обновятся в надежде, зная, что с Вами все возможно. Господь, мы благодарим Тебя за каждый день, который Ты даруешь нам, потому что в нем мы находим возможность обновить нашу веру и наше доверие к Тебе. Пусть эта молитва, наполненная словами надежды, достигнет сердец, нуждающихся в утешении, и вдохновит всех нас жить жизнью, руководствуясь надеждой, исходящей от Вас. Продолжаем нашу молитву, Господи, взывая о надежде Твоей, превосходящей все обстоятельства. Мы просим Тебя, милостивый Боже, чтобы свет Твой сиял в самых темных местах жизни тех, кто потерял надежду. Излейте свою милость на тех, кто борется с болезнями и непостижимым. Будьте бальзамом, который исцеляет, восстанавливает здоровье и обновляет физические и эмоциональные силы. Укрепи нас, чтобы смело встречать каждый новый день, зная, что Твоя надежда – это якорь, удерживающий душу. Господи, взгляни с состраданием на сердце, израненное тяжестью одиночества, утраты и печали. Пусть Твое присутствие утешит скорбящих, принеся мир, превосходящий всякое понимание. Пусть они найдут утешение, зная, что Ты – Бог, который вытирает каждую слезу и восстанавливает радость среди жизненных трудностей.
Мы просим вашего руководства, чтобы мы могли быть посланниками надежды, неся ваше слово любви и искупления во все уголки земли. Дайте нам возможность быть инструментами вашей любви, проявляя вашу надежду через наши действия и слово. Пусть надежда, рожденная из Евангелия, станет движущей силой нашего ежедневного пути, направляя нас при принятии решений и в наших отношениях с другими. Пусть Твоя надежда будет настолько ощутима в нашей жизни, что все вокруг нас будут заражены этой безусловной любовью, которую Ты излучаешь, Господь. В этот момент молитвы мы представляем Вам наши мечты и стремления, веря, что Ваша совершенная воля и мудрость несравненны. Давайте жить каждый день с уверенностью в том, что будущее в Ваших руках и что Ваша надежда является нерушимым фундаментом, на котором мы строим нашу жизнь. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за Твое постоянное присутствие в нашей жизни и за преобразующую надежду, которую мы находим в Тебе. Завершая эту молитву, давайте возьмем с собой уверенность в том, что в Вас мы находим истинную надежду, которая никогда не разочаровывает. Мы продолжаем нашу молитву, Господи, признавая, что надежда, которую мы обретаем в Тебе, является неиссякаемым источником силы и обновления. Даруй нам стойкость, необходимую для того, чтобы противостоять жизненным трудностям с уверенностью, что по Твоей милости мы более чем победим. Господь, мы просим Твоего благословения для тех, кто сталкивается с финансовыми трудностями. Пусть Ваше божественное обеспечение удовлетворит все потребности, и пусть Ваша надежда поможет им в трудные времена. Пусть они доверяют Тебе, зная, что Ты Бог, восполняющий все наши нужды по богатству Твоему в славе. В мире, который часто характеризуется разногласиями и недоверием, мы просим Вас о примиряющей надежде. Давайте будем проводниками единства, ищем мира и продвигаем любовь в наших отношениях. Пусть Ваша надежда вдохновит нас строить мосты, а не стены, чтобы любовь победила ненависть. Господь, мы ходатайствуем за народы мира, особенно за те, которые сталкиваются с конфликтами и кризисами. Излейте свой мир на территории, опустошенные войной и насилием, и пусть Ваша надежда будет маяком, который направляет лидеров к справедливым и мирным решениям. В мире, который часто кажется омраченным тьмой несправедливости и угнетения, мы ищем Вашу преобразующую надежду. Дайте нам возможность быть защитниками справедливости, бороться за угнетенных и быть голосом тех, у кого нет средств. Голос. Пусть Твоя надежда вдохновит на позитивные изменения в нашем обществе, Господь. На нашем духовном пути мы ищем все более глубокую веру и надежду, превосходящие земные обстоятельства. Пусть Святой Дух поможет нам понять глубину Вашей любви, и пусть Ваша надежда подтолкнет нас к жизни поклонения и служения. Мы завершаем эту молитву, Отец, благодарением Тебя за Твое постоянное присутствие, за Твою обильную благодать и за Твою надежду, которая никогда не угасает. Пусть надежда, которую мы испытываем в этот момент общения, распространится, как поток, затрагивая жизни и преобразовывая их. В будущем некоторые люди пожалеют о том, как они с вами обошлись, и это время наступит раньше, чем вы думаете. Я умоляю вас поверить мне, когда я говорю это. Имейте это в виду, двигаясь вперед по жизни. Если вы все еще не уверены, вернитесь к случаям, когда вы были слишком строги к другим. Ужасная привычка, от которой нужно избавиться, это быть слишком строгим к себе или слишком часто себя унижать.
Ваше самокритическое поведение должно прекратиться, потому что Бог хочет, чтобы мы обратили на Него внимание, и это очевидно. Покончите со своей бедностью. Перестаньте беспокоиться о своем маленьком уме и начните заботиться о мире в целом. Возможно, никто не похож на тебя. Бог сказал, что каждый, независимо от своего жизненного положения, должен как можно скорее испытать рост и перемены. В качестве первого шага мы должны стремиться к фазе бума. Возьмите на себя полную ответственность за то, что произошло, а я тогда возьму на себя полную ответственность за ваши трудности, чтобы мы могли это осуществить. Обязательно необходимо пройти этот тест. Вы можете иметь надежду на будущее и будущие возможности, если будете придерживаться этой первоклассной стратегии. Таким образом, у вас будет пункт назначения и возможность достичь обоих. Вы добьетесь превосходного успеха, если будете следовать этим инструкциям в буквальном смысле. Бывают моменты, когда это непросто, но я знаю, что это необходимо. Возможно, нет другого способа по-настоящему почувствовать мою любовь, мою щедрость и масштабы моего влияния на эту планету. Пришло время, когда событие, изменившее вашу жизнь, которого вы так долго ждали, наконец-то произойдет так, как вы всегда себе представляли. Присутствуйте на мероприятии, и теперь вы начнете видеть плоды своего труда. Теперь, когда ты часто молишься, ты часть моих планов. Все это произойдет, потому что ваши молитвы были последовательными. Честно говоря, я надеюсь, что вы готовы воспользоваться открывающимися перед вами замечательными возможностями. Я уже договорился о ваших льготах, поэтому то, что вы просили, будет получено в этой форме. Вероятно, вам не придется об этом беспокоиться, потому что люди заметят, что вы много работали. Сейчас самое время начать наслаждаться плодами своего труда. Я знаю, что у вас тяжелые финансовые времена, но я хочу, чтобы вы знали, несмотря ни на что, я всегда буду здесь, чтобы помочь и поддержать вас. Ради моей славы я бы предпочел, чтобы вы поняли следующие записи. Вам не нужно беспокоиться о том, как вы будете платить. Обо всем, что вам нужно, я позаботлюсь. Я волен следовать своим путем к величию и выполню все ваши пожелания относительно средств, с помощью которых вы выполните свои финансовые обязательства. Вам не нужно беспокоиться, средства в вашем распоряжении. Я найду способ помочь тебе, даже если сейчас это не кажется таковым. Поскольку вы сформулировали свое согласие со мной как дополнительный бонус, я прекрасно понимаю, что многие из ваших отношений на протяжении всей вашей жизни были трудными. Ваша личность формируется суммой всех ваших встреч, и я хорошо осознаю трудности, с которыми сталкивается пребывание в этом месте. Ваша личная жизнь вот-вот взорвется, и вы должны мне поверить. Поверьте мне, когда я говорю, что это сработает, но вы должны мне поверить. Очень важно, чтобы вы посмотрели это видео полностью. Теперь я понимаю, подходящий для вас человек – это тот, кто будет побуждать вас быть лучшей версией себя и любить себя, несмотря ни на что. Я идеальная пара для тебя, и тебе следует проводить время с этим человеком, потому что я один из таких людей. Я могу легко идентифицировать их по запросу. Пока вы терпеливо ждете, я прошу вас быть шокированным человеком и подумать о том, как я могу представить вам этого человека, когда придет время.
Я включил этого персонажа в вашу жизнь, поэтому вы должны верить, что я представлю их вам в идеальное время. Может быть, они очень далеко, им суждено быть с вами прямо сейчас. Поэтому я отдам их тебе. Я позабочусь о том, чтобы это произошло. Вам следует заниматься своими хобби и стремлениями, не опасаясь последствий, если они искренни. Не бойтесь преследовать свои собственные цели и амбиции. Моей целью при создании тебя было сопровождать тебя до конца, и я уверен в твоих способностях достичь этого. Я полностью уверен в вашей способности достичь своей цели. Все время, пока я создавал тебя, я думал об одной мысли. Я чувствую себя обязанным относиться к вам с добротой и заботой, потому что вы зашли так далеко. Никогда не следует игнорировать вашу доставку таким образом. Я не просто хотел поделиться этим с вами, мне очень нужен штраф. Поэтому я отправил его на большое расстояние, это должно занять у вас долгий путь. Я уже достаточно рассказал вам об этом, и это больше, чем просто то, что я хочу вам сказать. То, что я приготовил для вас, верно. Пожалуйста, пока вы защищаете себя, побеждайте. Я могу обещать вам, что ни один из моих планов относительно вас не включает в себя причинение вам вреда. Я также должен дать тебе что-то, чего можно ожидать, когда ты проснешься, из-за моей глубокой привязанности и заботы о тебе. У меня были эти идеи, и я надеюсь, что они были полезны. Текущие идеи сразу же вызвали у меня интерес к этой теме. Даже если вы чувствуете, что предоставлены сами себе, Бог хочет, чтобы вы знали, что Он рядом с вами, держит вас за руку и направляет. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он всегда с вами, защищает вашу руку и направляет вас, даже когда вы чувствуете, что делаете все самостоятельно. Но это не так, уверяю тебя, как бы плохо ни было, я никогда тебя не брошу. Я всегда буду рядом с тобой, несмотря ни на что. Моя непоколебимая приверженность справедливости может принести вам пользу, помочь и сохранить вас, и она направит вас на правильный путь, если вы отнесетесь к этому серьезно. Со мной я могу принести вам награды, которые вы даже не можете себе представить, и совершить чудеса в вашей жизни. Всем может стать лучше для вас. В этом мире, если верить тому, что я говорю о себе, вы можете доверить мне достижение этих целей. Ты просто хочешь считать меня своим вечным отцом. Я полон радости и знаю, что это принесет вам благословение, потому что это приближает меня к моей цели в жизни – надеяться на вас. Я не потеряю надежды. Пусть Божье имущество всегда будет с вами. Пожалуйста, помните обо мне и знайте, что я способен сдержать все обещания, которые дал вам еще до того, как вы начали в меня верить. В моей жизни будут трудные времена, и я знаю, что в эти времена будут вещи, с которыми будет трудно справиться, когда я буду несчастен или подавлен. Но я хочу, чтобы вы знали, что вы ни в коем случае не одиноки. На мой взгляд, это имеет для меня первостепенное значение. Вероятно, этот товар имеет разные цены. Вы никогда не будете одиноки, независимо от обстоятельств. Уверяю тебя, любовь моя, что я никогда не оставлю тебя в самые темные часы твоей жизни. Я буду заботиться о тебе и направлять тебя на этом пути. Будьте уверены, что я всегда буду рядом с вами. Я бы забрал всю боль из твоего сердца и заменил ее вечной радостью, удовлетворением и удовольствием,
если бы ты просто впустил меня в свою жизнь. Чтобы присоединиться к вашему образу жизни, вам достаточно просто пригласить меня. Просто открыв дверь, я впущу меня в вашу жизнь, если вы готовы впустить меня. Просто дайте мне немного места, пожалуйста. Для вас это правильный термин. Впусти меня, это все, что мне нужно. Пожалуйста, действуйте быстрее. Никто никогда не останется голодным или испытывающим жажду, если поверит мне и будет делать то, что я говорю. Даю вам слово, что я никогда не перестану удовлетворять все ваши потребности. Те, кто придерживается моего учения, никогда не останутся голодными, не будет ни жажды, ни голода для ищущих меня. Ты – пища, живущая во мне, когда меня будут искать, никто никогда не будет недовольным. Я гарантирую вечное счастье тем, кто мне доверяет. Пока ты думаешь обо мне и живешь рядом со мной, ты никогда не будешь жаждать или голодать. Воды вам хватит, если вы мне поверите. Вы никогда не будете бояться пойти на прогулку после еды, если последуете моему примеру. В моем присутствии все ваши желания могут быть исполнены и даже более того, превзойдены. В этом выступлении я хотел бы предложить некоторые стратегии накопления и поддержания жизни, наполненной огромным финансовым и интеллектуальным богатством. Это большое достижение, и если бы я мог рассказать вам что-нибудь об образе жизни, я бы это сделал, потому что хочу рассказать вам обо всех замечательных вещах в мире. Я чувствую себя обязанным рассказать вам о многих из них. Позвольте мне познакомить вас с жизнью абсолютной роскоши. Больше всего я хочу, чтобы ты знал, что я никогда не оставлю тебя, несмотря ни на что. Когда ты придешь, я буду здесь с распростертыми объятиями, готовый обнять тебя. В конце концов, мне придется тебя обнять, поэтому я жду, что ты попробуешь прийти ко мне. Я также клянусь, что не откажусь ни от одной другой вашей просьбы. Когда дела идут не очень хорошо, я вижу, что мне может быть трудно принять это как реальность, потому что я был на вашем месте. Я знаю, что это правда, я это понимаю, поскольку был на вашем месте. Я понимаю это, потому что раньше уже был в подобной ситуации, поскольку я раньше был на вашем месте, я могу собрать эту информацию. Но знайте, что я обычно очень усердно работаю за кулисами, даже если вы этого не видите. Я вообще имею это в виду и предлагаю вам тоже об этом подумать. Я надеюсь, что мой план на вашу жизнь не предполагает вашего поведения, которое другие люди сочли бы неуважительным. Эта стратегия почти подготовила меня к обсуждению ее с вами. Ваше ожидание того, что ждет меня в будущем, наполняет меня радостью, и я благодарю вас за то, что вы знаете об этом, мой драгоценный малыш. Мне нужно, чтобы вы были готовы к состраданию, поэтому подготовьтесь. Моя цель – удивить вас, сделав все необходимое, чтобы помочь вам подняться. Эд, тебе нужно получить повышение, а затем уволить с нынешней работы, чтобы ты мог использовать другие возможности. Я делал это раньше, и оно все еще там, хотя сейчас вы его не видите. Вы доверили мне свое согласие и свою веру, и теперь, хотя кажется, что у вас нет никаких вариантов, я могу раскрыть их. Я надеюсь, что, призывая вас быть сильными, я вдохновлю вас быть смелыми и решительными. Я желаю тебе всего наилучшего, потому что Господь, твой Бог, с тобой. Вам нечего бояться или беспокоиться о них, Господь всегда с вами. Я говорю вам это,
потому что вы свято верите в меня и твердо придерживаетесь своих убеждений. Я выполню их, даже если они покажутся вам маловероятными. Я Бог и могу добиться того, что кажется невозможным. Я полностью способен справиться с любой задачей, которую вы мне поручите. Всегда помни, что мои чувства к тебе сильнее, чем ты можешь себе представить, и все, что мне от тебя нужно, это радость, которую может предложить этот мир. Для тебя я хочу всего самого лучшего в жизни, и я был бы очень разочарован, если бы вы согласились на что-то меньшее, чем штраф. Я помогу тебе, если ты дашь мне минутку. Следуя моему примеру, вы откроете для себя мир, наполненный красотой и тайной. Если вы решите остаться здесь, у меня есть для вас информация. В этом мире много красоты и волшебства, и я приглашаю вас увидеть это своими глазами. Если ты решишь остаться, послушай меня. Я смогу объяснить тебе все, если ты позволишь мне вести тебя по жизни и принимать все решения. Если вы присмотритесь, вы увидите, что то, что я говорю, правда. Если вы мне доверяете, вы увидите, что я полностью честен. Каждый ваш пункт верен. Я могу практически продемонстрировать вам свою силу благодаря множеству элементов, которые работают в мою пользу, и реальности, перед которой вы уязвимы. У вас есть безграничный потенциал, потому что он посеял в вас семена вашего величия. С верой и решимостью наблюдайте, как эти семена превращаются в прекрасную реальность. Всегда помните, что его любовь к вам безгранична и никогда не угаснет. Вы, конечно, не одиноки на этом пути, потому что его любовь и знание – это постоянное присутствие. Каждое слово, которое вы говорите или шепчете, достигает его ушей, и он хранит ваши тревоги и надежды близко к сердцу. Он глубоко заботится о вашем удовольствии и благополучии, и вас любит больше, чем можно выразить словами. Любовь, сострадание и доброта в вашем сердце позволят вам вечно распространять доброту к другим. Скажите «Аминь» в комментариях, и да будет вам благословение. Сегодня вечером, прежде чем часы пробьют полночь, Бог готов открыть вам что-то чудесное и любящее. Вы не сможете игнорировать это сообщение и узнаете его значение незадолго до полуночи. Все, о чем вы просили, изольется на вас, когда откроются небесные окна. Выразите свою благодарность за благословение и соберите припасы, чтобы выполнить это задание как можно быстрее. Бог откроет двери рая и исполнит ваши самые смелые желания, которые вынашивали большую часть десятилетия. Никто другой не может говорить с Отцом, кроме как через Него, ибо Он есть путь, истина и жизнь. В течение вашей жизни происходили определенные разговоры, включая ваше имя. Вам посчастливится получить исключительную возможность, и ваше здоровье начнет улучшаться. Ранее закрытые двери внезапно откроются, и ваши цели смеха будут достигнуты. Ваши молитвы будут услышаны, и вы заметите, что ваше сердце готово к принятию покупателем. Теперь, когда все сделано, возьмите за привычку как можно скорее благодарить Бога, чтобы вы могли начать наслаждаться всеми Его благами и праздновать множество побед. Ваши идеи материализуются в реальном мире, поэтому крайне важно начать проявлять благодарность. Дорогой Небесный Отец, в постоянном диалоге с Тобой мы расширяем наше сердце, чтобы получить Твою благодать и обновленную надежду.
Во времена сомнений проведи нас через уверенность в Твоем постоянном присутствии, напоминая нам, что Ты – верный Бог, который идет рядом с нами на каждом этапе пути. Господь, мы знаем, что надежда, которую мы обретаем в Тебе, является якорем для души, прочным и надежным. Мы просим Вашего совета и мудрости, чтобы противостоять неопределенности будущего, будучи уверены, что Ваша воля суверенна и что Ваше видение бесконечно более глобально, чем наше. Мы ходатайствуем за тех, кто потерял веру среди жизненных невзгод. Пусть надежда, как легкий ветерок, коснется ваших сердец, возобновив доверие к вам. Пусть они испытают искупляющую любовь, которую можете предложить только вы, осознавая, что в вашем милосердии мы находим прощение и восстановление. Во времена отчаяния, когда тени беспокойства пытаются омрачить свет надежды, распространяйте свой мир, превосходящий всякое понимание. Пусть ваша надежда будет подобна щиту, который защищает нас от страхов, пытающихся нас сковать, позволяя нам жить смело и с верой. В этот момент молитвы мы выражаем благодарность за каждое благословение, которое получаем ежедневно. Пусть надежда, возникающая в результате признания вашей ежедневной доброты, побудит нас быть благодарными и щедрыми по отношению к другим, разделяя радость, которую мы находим в вас. Посреди жизненных невзгод мы просим Вашего исцеления разбитых и страдающих сердец. Пусть надежда, рожденная от Вашей любви, будет подобна сладкому бальзаму, возвращающему радость и внутренний покой. Пусть все, кто ищет утешения, найдут в Тебе прибежище и утешение. Даруй нам, Господи, мудрость различать волю Твою и смелость следовать путями, ведущими нас к полноте жизни с Тобою. Пусть надежда, исходящая от познания слова Твоего, освещает наши шаги и направляет нас по пути веры. Благодарим Тебя, Господь, за возможность прийти к Тебе с молитвой. Пусть это постоянное общение с Вашим присутствием каждый день наполняет нас новой надеждой. Мы вверяем Вам свою жизнь, зная, что в Вашей надежде мы находим истинный смысл жизни. Дорогой Небесный Отец, со смирением и уважением мы продолжаем возносить свои сердца перед Тобой, сознавая величие Твоей любви и неиссякаемый источник надежды, исходящий от нас. Среди жизненных перемен и испытаний мы полагаемся на Вашу непоколебимую верность. Пусть надежда, рожденная уверенностью в Твоем присутствии, даст нам смелость встретиться лицом к лицу с неизведанным, зная, что в Твоих надежных руках мы находим убежище и защиту. Мы поддерживаем тех, кто ищет цель и смысл. Пусть надежда, которую можете предложить только вы, станет маяком, освещающим путь, раскрывающим красоту жизни, которую можно найти в следовании за Вашими творениями. Пусть они откроют в Тебе высшую причину своего существования. Господь, в мире, где люди чувствуют себя потерянными и дезориентированными, мы умоляем, чтобы Твоя надежда направляла шаги тех, кто ищет истину. Пусть Слово Твое будет светильником их ногам и светом на их путях, ведя их к полноте жизни в Тебе. Во времена уныния, когда обстоятельства кажутся непреодолимыми, мы просим Вашей восстановительной надежды. Пусть те, кто устал, найдут в Вас покой и надеются на обновление, которое придаст им сил и позволит им продолжить путь с новыми силами. Господи, распространи свою надежду на семьи, укрепляя узы любви и понимания. Пусть Ваше присутствие станет прочной основой, на которой мы строим здоровые и длительные отношения.
Пусть надежда вдохновит на примирение и прощение, запечатывая сердце миром, исходящим от вас. Даруй нам благодать увидеть возможности стать проводниками надежды в мире, жаждущем смысла. Пусть наши слова и действия отражают надежду, которую мы питаем к Тебе, служа маяками, указывающими на вечный свет, которым является Иисус Христос, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что Ты прислушиваешься к нашим просьбам и являешься Богом, который удовлетворяет наши самые сокровенные нужды. Пусть Ваша надежда окутает нас, как плащ, вдохновляя нас жить целеустремленной жизнью, служением и любовью. Дорогой, Небесный Отец, общаясь с Тобой, мы продолжаем нашу молитву, осознавая величину Твоего присутствия и бесконечность Твоей надежды, которая поддерживает нас. Господь, мы ходатайствуем за тех, кто сталкивается с тьмой болезней, боли и страданий. Пусть Ваша надежда, как божественный бальзам, окружит их, принося облегчение, исцеление и утешение. Пусть уверенность в Вашем присутствии станет светом, рассеивающим тени скорби, обновляющим надежду в обескураженных сердцах. В мире, часто отмеченном нетерпимостью и отсутствием сострадания, мы умоляем Вас о надежде на примирение. Пусть мы станем инструментами любви и мира, преодолевая барьеры и наводя мосты взаимопонимания. Пусть надежда, которую мы находим в Вас, побудит нас стремиться к единству, уважать разнообразие и любить ближнего как самого себя. Господь, мы молимся за тех, кто сталкивается с экономическими проблемами и финансовой неопределенностью. Пусть Ваша надежда проведет их через трудности, вдохновив их поверить в Вашу постоянную заботу. Пусть они испытают изобилие, которое Вы изливаете на тех, кто доверяет Вам. Во времена отчаяния перед лицом стихийных бедствий, конфликтов или глобальных кризисов мы призываем к надежде, которая превосходит обстоятельства. Пусть сердца обратятся к Вам за утешением, и пусть Ваш нерушимый мир пронизывает самые бурные ситуации. Пусть Ваша надежда станет надежным якорем среди жизненных бурь. Господь, направляй нас в наших ежедневных усилиях по исполнению Твоей воли. Пусть надежда, которую мы находим в Вас, проявится в нашей жизни, преобразуя нас изнутри.